Добрый вечер, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Разрешите вас поприветствовать на прямом эфире заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Балабкина Ольга Валерьевна. И я благодарю всех, кто сегодня, здравствуйте, присоединяется на разных площадках непосредственно для диалога, которому власти Республики Саха-Якутия уделяют достаточно большое внимание. Безусловно, наверное, сегодня очень многих волнуют все вопросы, связанные прежде всего со здравоохранением. И вы знаете, что глава Республики Саха-Якутия Асен Сергеевич Николаев объявил 2021 год годом здоровья, годом здорового образа жизни на территории республики. И сегодня подготовлена практически уже вся, как нормативно-правовая база, так и база проектного характера, то, каким образом и какие цели непосредственно ставит сегодня правительство для того, чтобы этот День здоровья провести. Конечно же, год здоровья непосредственно на территории республики у нас был осуществлен. Основную задачу, которую мы сегодня ставим, это же, конечно, повышение удовлетворенности населением услугами как здравоохранения, так и услугами социальной сферы, которые создают на территории республики как раз и социальное благополучие в том числе. Сегодня с утра мой брифинг был. Хотела бы обратить внимание на оперативную санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории республики. Она у нас характеризуется сегодня 151 новым случаем коронавирусной инфекции, новой коронавирусной инфекции. И оценивая ситуацию, необходимо обратить внимание, что, к сожалению, все-таки определен рост заболевших. Конечно же, это связано и прежде всего с тем, что с нашей стороны, со стороны граждан республики были определенного рода нарушения режима. Вот первый вопрос, который поступил. Будет ли государственная поддержка в свете пандемии гражданам республики, выплаты и компенсации? За 2020 год было достаточно большое количество мер, принятых, направленных на поддержку граждан республики в связи и в том числе Российской Федерации. Были как меры федерального значения, так и меры республиканского значения. Все меры сегодня социальные, как таковые, они прежде всего исходят из новых правил поддержки семей с детьми. Вы знаете, что с 1 января у нас начали действовать новые правила выплаты пособия для семей с детьми, имеющих с детьми с доходом, который у нас непосредственно ниже прожиточного минимума. И нужно сказать, что здесь достаточно, в общем-то, такой существенный индивидуальный подход будет при назначении этих пособий. Ну и кроме того, соответственно, мы смотрим на принятие тех или иных мер в зависимости от эпидемиологической ситуации как таковой. Как обстановка в улусах по ковиду? Спасибо большое за вопрос, потому что, к сожалению, с конца декабря до уже сегодня на середине января, можно сказать, что месяц сохраняется не самая приятная устойчивая тенденция увеличения количества заболевших в улусах республики. Это характерно и для таких улусов, которые непосредственно являются улусами большими, такими как Алданский, Нюрюнгринский, Мирнинский, и сельские улусы, это Мегино, Кангаласский и Вилюйский. Сегодня, у нас достаточно жестко и хорошо держится пока, и дай бог, это уже стучу по дереву, становлюсь такой вот более, так сказать, суеверной, хочется, чтобы они, также продержались. Когда откроется центр реабилитации, частично он уже открыт, центр реабилитации, все вопросы, поэтому прошу направлять в Министерство труда республики. И также, соответственно, через свои управления социальной службы.
Значит, во время пандемии продолжается ли стройка школ и детского садов? И стройка школ и детских садов продолжалась. Мы не остановили ни одну стройку, как бы тяжело ни было. Было действительно тяжело, потому что вы знаете, что с ограничениями был приостановлен привоз рабочей силы. И, соответственно, сегодня все, значит, непосредственно все школы, все детские сады, значит, были, соответственно, значит, построены в срок и будут сданы в срок. Значит, как сегодня насчет прививок относительно вакцинации по ковид? В республике, так же как и по всей стране, начата вакцинация на новую коронавирусную инфекцию. Часть граждан, у нас уже порядка 5000, получила соответствующую вакцину. Значит, соответствующая вакцина является бесплатной. Я сегодня приглашаю всех для того, чтобы записаться. Соответственно, при поступлении вы будете приглашаться в поликлинике по месту жительства. Что делает правительство республики и оперштаб по борьбе с коронавирусом? И оперштаб и правительство дальше под руководством главы республики Саха-Якутия, председателя правительства, продолжает работу, направленную на, прежде всего, новое регулирование тех правил поведения, в которых мы с вами должны дальше продолжать жить. И сохраняя масочный режим, и сохраняя наши ограничения. Вот совсем недавно мы, например, установили, значит, правила поведения при проведении больших мероприятий в условиях пандемии, новой коронавирусной инфекции. Определили, что, значит, зрители будут участвовать онлайн. Значит, определились, как у нас будут работать школы республики, как работают детские сады. То есть правительство и оперштаб работают, делают все для того, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что если противопоказания, вернусь к вакцинации против коронавирусной инфекции, противопоказания относительно коронавирусной вакцинации, они связаны с особенностями каждого человека в части, значит, аллергических реакций, поэтому перед вакцинированием в обязательном порядке осмотр врача. И второе, не рекомендуется вакцина беременным и кормящим матерям. Всем остальным гражданам, начиная с 18-летнего возраста, вакцина рекомендуется. На территории республики сегодня, значит, применяются 2 вакцины, которые непосредственно являются зарегистрированными на территории республики Саха-Якутия. И уже очень достаточно таки получаем обратную связь. Значит, соответственно, по тому, что последствий каких-либо нет. Есть непосредственно, значит, устойчивое восприятие этой вакцины. С атопической астмой будут ли получать прививку, это вам точно ответит, значит, непосредственно на ваш врач-аллерголог. И, соответственно, значит, противопоказания определяет он, и вам достаточно будет легче у него выяснить этот вопрос. Руководство республики также начало, да, получать прививку уже постепенно, также по графику, по записи, соответственно, значит, для государственных гражданских служащих по заявке, соответственно, мы отрабатываем. Вот Николаева Марита мне сейчас отправляет, значит, непосредственно вопросы. Скорее всего, был вопрос, на который я не доответила. Ну, если не сложно, то, конечно же, прошу просто его повторить. Потому что вот поступили вопросы, а я, видимо, скорее всего, пропустила или не до конца ответила. Какие есть вакцины в городе? Ну вот я воспользуюсь, значит, бумагой, чтобы не ошибиться. Торговая марка «Спутник 5» и «Эпивак Корона» на данный момент, соответственно, значит, они являются вакциной, которая применяется на территории республики. Подходящую вакцину или предлагаемую вакцину, значит, ей будут, ну, по ней определит доктор, который вам и будет ставить эту вакцину. Значит, студенты, когда будут учиться очно, студенты на территории республики у нас есть федерального вуза, и студенты есть, соответственно, среднеспециального учебных заведений. Относительно федеральных вузов у нас сегодня установлено правило, по которому, значит, продлено дистанционное образование, если я не ошибаюсь, до 16 февраля.
И, соответственно, сейчас мы начинаем вакцинирование студентов по строгому правилу, начиная со студентов-медиков, затем их преподавательского состава, затем вторым этапом идут студенты, которые значит, обучение которых в обязательном порядке требует практических навыков, значит, и, соответственно, в дальнейшем, после уже полного вакцинирования, будет приниматься решение каждым вузом самостоятельно. Вакцинация однозначно добровольное дело. Глава республики получил ли прививку, глава республики, как гражданин республики, планирует получение прививки. Значит, здравствуйте. Прикрепленным к частным поликлиникам не ставят вакцины. Еще раз здравствуйте. Прикрепленные к частным поликлиникам. Сегодня в частных поликлиниках нет еще пока разрешенных сертифицированных лабораторий, в которых ставят прививку. А любые прикрепленные к частным поликлиникам могут обратиться в любую поликлинику. Прикрепление населения не имеет значения и пройти эту вакцинацию. Значит, теперь реабилитационные центры частично открыты. Можно ли поподробнее? Я вижу саму, значит, непосредственно фамилию человека, который я прошу помощников, соответственно, записать эту фамилию. Мы отдельно с вами свяжемся, определимся, по какое заболевание у вас вызывает вопросы о реабилитации, после чего идет речь, и, соответственно, значит, готова буду ответить. Близится столетие республики, что запланировано на ближайшую пару лет в плане мероприятий. Может конкурс какой-то придумать для всех граждан, создание сувенира «100 лет Якутия». У нас совершенно недавно был утвержден план столетия республики Саха-Якутия, по которому подобного рода конкурс, достаточно много мероприятий, в том числе и подобного рода конкурс он предусмотрен, курирует, соответственно, у нас этот, значит, план. Соответственно, значит, этот план у нас курирует Министерство внешних связей, поэтому с ними выходите на связь. Сегодня у нас все органы открыты. Меня приглашают в ТАМО для того, чтобы навести порядок. Ну, во-первых, я прежде всего, конечно, приветствую отдельно Алдан онлайн. Значит, ТАМОцам желаю всего самого наилучшего в том числе. Но сегодня у нас уже там выздоровел глава городского округа. Там вот я выйду на него и выясню, какая ситуация, почему вызывают такие вопросы. Медики в обязательном ли порядке будут получать все до единого. Вакцина является добровольным волеизъявлением граждан. Есть соответствующие противопоказания против вакцины, они связаны с людьми. Что касается медиков, я, соответственно, именно сегодня обращаясь к медикам, хочу обратить внимание на то, что медики у нас с вами являются людьми военнообязанными. Тест принудительно, то есть принудительно, я не могу сказать о том, что это принудительно, есть понимание такое, как медицинский работник. И, соответственно, медицинский работник со всеми последствиями и, соответственно, значит, и с тем набором обязанностей, которые есть. Это выбор профессии, специальности жизни. Вообще вакцина, безусловно, добровольное дело. И, соответственно, но нужно понимать, что в любом случае сегодня мы смотрим на вакцину как прежде всего значит, на способ снизить те риски, которые связаны с этим заболеванием. Свыше 60 лет какую лучше вакцину получить? Точно скажет ваш доктор, потому что по вашему состоянию, соответственно, значит, такую рекомендацию может точно дать доктор. Потому что, в общем-то, он знает ваши особенности организма. Какой план по вакцинации, сколько человек планируется привить? 65% населения планируется привить в республике Саха-Якутия, как и по всей Российской Федерации. Если аллергия на лекарства, значит, в противопоказаниях четко определено, значит, непосредственно на какое лекарство возможна аллергия, и, соответственно, значит, вам не поставят, если она есть. Вот, все, что касается, какую вакцину выбрать, я рекомендую только одно. Не выбирайте вакцину в зависимости от того, что пишут в интернете или что говорят мне специалисты. Вакцину нужно прежде всего выбирать
по той рекомендации, которую вам даст ваш лечащий доктор. Сегодня непосредственно все наши, на все наше первичное звено республики к этому подготовлено, информировано. В поликлинику первую, когда поступит вакцина от ковид, я думаю, что к концу недели всех, кто записался, постепенно начнут приглашать, в том числе и в первую поликлинику. Добрый вечер. Если вакцина добровольная, то почему нас, педагогов дошкольного образования, обязуют? Я не знаю, кто у вас педагогов дошкольного образования обязует. Вакцина является добровольной, тем не менее, соответственно, объясняя, работая с работодателем, со своим, соответственно, решайте этот вопрос, нужна она вам или не нужна, обосновываете работодателю ситуацию. Остановились ли стройки бюджетных учреждений в республике из-за ковида? Ни одна стройка не остановилась в республике из-за ковида. Не было легко их осуществить. Не было легко ни строителям, не было нелегко и заказчикам. Потому что, еще раз обращаю ваше внимание, приток рабочей силы на территорию республики был ограничен. Тем не менее, ни одна стройка не остановилась. Мы строим как большой онкологический центр, кардиологический центр. Мы дальше продолжаем строить детские сады и школы. Мы строим в Сосновке психоневрологические диспансеры, в Алёкминске также психоневрологические диспансеры именно интернатного типа для престарелых. Продолжаем строительство непосредственно учреждений культуры в районах нашей республики. Ни одна стройка не остановилась. РБ-2, когда откроется лор-отделение. Очень ждем, у дочки полип носовой, полости не может дышать. Марита, я обращу внимание и, соответственно, выясню, что произошло. Вот немножечко убежала, вопрос по поликлинике 2 в аэропорту. Не могут дозвониться, можно ли сдать антитела на ковид. Вообще, в принципе, антитела можно сдать не только в поликлинике номер 2, но если вам нужно тестирование на антитела на ковид по собственному желанию, то, соответственно, данная услуга будет предоставляться платно. Потому что во всех остальных случаях тестирование проводится бесплатно при соответствующих показаниях и клиники. Сколько можно вакцинироваться, если переболел ковидом? Еще раз обращаю ваше внимание на то, что сегодня эту позицию выразил Минздрав Российской Федерации. Иной позиции, соответственно, быть не может. Ну и, соответственно, по истечении определенного срока будет, в общем-то, вам врач скажет, когда можно вакцинироваться. Сейчас бассейны и спортзалы открыты или нет? Бассейны и спортзалы открыты и работают в ограниченной форме. Могу ли я дистанционно учить детей в школе до мая? В данной ситуации, безусловно, это выбор родителей. Пока, дистанционно одна из вариативных форм, такой как дистанционное образование, оно распространяется на режим повышенной готовности. В такой холод коронавирус может погибнуть. Я не знаю влияния коронавируса именно непосредственно, я не знаю, нет, наверное, исследований таких о влиянии холода на коронавирус, но в такой холод у нас точно есть социальная дистанция, и мы можем меньше заражать друг друга. Поэтому холод играет такую хорошую роль, мы просто меньше ходим по улице, меньше контактов, и поэтому, конечно, может погибнуть в результате этого. Сколько еще будут не работать пенсионеры 65+. Я думаю, что пенсионеры 60, вообще ограничение, введенное для пенсионеров 65+, это прежде всего защита для того, чтобы не давать возможности вам все-таки заболеть. Поэтому я прошу к этому так отнестись. И, соответственно, на настоящий момент ситуация не позволяет нам разрешить, в общем-то, эти ограничения снять. Спасибо за пожелание здоровья. До 15 февраля режим самоизоляции.
Стоят сильные морозы как жизнеобеспечение города, можно я отвечу просто как горожанин, и не как заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия. Значит, ну, безусловно, как бы город живет, и жизнеобеспечение его обеспечивается. Есть у нас с вами ситуации, которые характерны не только в городе Якутске, но и в целом. Значит, в настоящий момент аварий каких-то крупных чего-то нет. Поэтому сильные морозы – это наша данность. Здравствуйте. Будет ли продление карантина после 15 февраля? От чего это зависит? Сколько должно быть заболевших, чтобы закрыли на карантин, чтобы открыли карантин? Да? Здесь зависит не только от заболевших, зависит от тестированных. Сегодня формула берет три категории: количество тестированных, количество заболевших, количество выздоровевших. Поэтому сегодня мы находимся в той зоне по разграничениям РБН, по которому такой возможности открыться у нас нет. Здравствуйте. Началась ли вакцинация у правоохранительных органов? Поступившая на днях вакцина будет распределена непосредственно, значит, и среди работников правоохранительных органов. Нужно сказать, что поликлиника МВД значит, открыла свою лабораторию, где будет осуществляться и, соответственно, значит, вакцинирование сотрудников. Как состояние Северина Николаевича? Ну, вновь опять земляки, Алдан онлайн. Северин Николаевич Поздняков, глава Алданского района. Я желаю ему, так же, как и всем, кто находится сегодня в больницах, дома на амбулаторном лечении, излечения. Здравствуйте, я вам несколько раз писал в директ с просьбой, значит, по госпитализации, об улучшении мер. Спасибо за ранний ответ, но ответа так не получила. Да, вы знаете, что я всегда была достаточно активным пользователем, значит, сети Инстаграм, но та ситуация, когда мне пришлось быть заместителем руководителя оперативного штаба, мне просто не оставляла времени, поэтому я очень редко сейчас туда захожу, и я всегда его вела сама, для того, чтобы было понимание, да, и поэтому, соответственно, считаю, что это такое вот место собственное. И, соответственно, значит, я открою Инстаграм, посмотрю ваш ответ, ваше предложение и, безусловно, значит, посмотрим, как можно на это среагировать. Здравствуйте. Когда в кардиодиспансер медцентра поступит контраст Не можем пройти с ноября 2020 года. Говорят, Аэрофлот не возит, и только он может возить этот контраст. Ну, давайте я перепорчу Министерству здравоохранения, чтобы они ответили. Может, даже успеют ответить сейчас. Возможен ли выезд специалистов для вакцинирования на предприятие, значит, при подаче заявки и обеспечении предприятием холодовой цепи, соответственно, потому что вакцина должна храниться в холодильнике и достаточно быстрая проходимость, соответственно, значит, выезд возможен, и решать это нужно с поликлиникой. Почему человек, получивший вакцину, должен ходить в маске? Вакцина непосредственно, потому что общие правила существуют на всей территории Российской Федерации относительно масочного режима. И кроме того, маска защищает от, значит, прежде всего того, что могут непосредственно заразить или же, значит, какие-то возможны иные ситуации. Хорошо бы работающим пенсионерам на 65+, которые находятся на больничном, выйти на пенсию, дать возможность поработать безработным молодым гражданам. Сегодня у нас действует правило Трудового кодекса, равенства всех в трудовых правах, поэтому какой-либо обязанности такой, по сути, значит, введено быть и не может, поэтому, безусловно, конечно, приходит когда-то время, когда надо уходить на пенсию. Добрый день. Сдала документы в СЭК, значит, главврач Нюрбинского ЛУСа на мои письма игнорирует. Ну, я выясню эту ситуацию с Натальей Павловой. Я пропустила один вопрос до Марии Аринетки. В Якутске будет реконструкция проспекта Ленина, в том числе покраска фасадов и так далее. Что если предложить нарисовать на фасадах историю Якутии, ее руководители и советские здания? Ну, у нас очень многие вопросы обсуждаются, значит, населением, и я думаю, что
Такие предложения нужно носить через общественный совет, они для этого существуют, по сути, по содержанию. И, соответственно, значит, в общем-то, мы очень много идей хороших, классных поддерживаем. Скажите, пожалуйста, пенсионеры 65+ должны находиться дома? Должны находиться дома. Некоторые ходят, где большое скопление народа. И поверьте, когда эти пенсионеры ходят, где большое скопление народа, сотрудники МВД проводят профилактические беседы. У нас по данным, например, за выходные около 6500 бесед проводятся предупредительного характера только сотрудниками МВД. Будут ли вакцинировать детей от ковида? Пока, значит, вакцинирование детей от ковида не предполагается. Вакцина, которая сегодня действует, она действует, значит, распространяется на граждан от 18 лет. Ну а деточек я предлагаю все-таки отвакцинировать от гриппа, потому что, в принципе, и масштабная кампания по вакцинированию от гриппа, которая произошла, ну и вообще грипп сам по себе, он на сегодня, и то, что мы носим маски, соблюдаем режим, все-таки непосредственно такого роста по ОРВИ, по гриппу в республике нет. Разберитесь, пожалуйста, ЖКХ в поселке Хандага, невозможно жить и дышать, горю от котельных, много онкологии, запущена экологическая обстановка. Я тоже родилась и выросла в такой же обстановке, когда углем топится непосредственно сам населенный пункт. Очень четко понимаю, о чем вы говорите, но я думаю, что есть соответствующий зампред, на котором я еще раз обращаю внимание на то, что вот такой вопрос был. По онкологии я сейчас не могу сказать, какова ситуация по Тампонскому району, но значит, соответствующие службы, значит, еще раз анализ проведут, и сегодня, в общем-то, мы достаточно серьезно подтянули нашу онкологическую службу. Кормящим мамам можно получить вакцину или нет? Беременным и кормящим мамам, соответственно, значит, вакцина не противопоказана. Давайте вот так. Здоровья вам, Ольга Валерьевна, про Алданский район не забывайте. Ну, про родину не забудешь никогда. Это прежде всего потому, что родина. Я очень переживаю, конечно, за жителей всей республики, но за алданцев особенно. Я верю в то, что вы пережили карантин, и сейчас нужно продолжать соблюдать меры. Как самоизоляция, так и носить маски. На алданцев жалуются, говорят, носят маски жители очень мало. Нужно подтянуться в данном направлении. Вы получили вакцину от ковид, какую, если получили? Вы знаете, я получила вакцину от ковид, какую получила, я не знаю, я доверяю докторам. Когда многодетные семьи получат земли, 2014 год не получили до сих пор. Ну, вы знаете нашу ситуацию по многодетным семьям, значит, и, соответственно, там есть своя очередь, есть свои вопросы. Я думаю, что если вопрос вот есть конкретно по конкретной семье, то, соответственно, Минтруд и Минстрой вам конкретно даст ответ, почему не двигается очередь. Сколько процентов человек в Якутии получили вакцину? Ну, вот опять же, да, я воспользуюсь тем, что мне подготовили. Ну, я не скрываю, да, среди того, что есть у меня на настоящий момент. Мы считаем, что мне нужно подглядеть сюда. Около 5000 человек у нас практически уже получили вакцинирование. Просто часть у нас прошли с первой только частью, и около 800 человек у нас уже получило обе части. А через какое время результаты ПЦР будут известны прибывших за пределы России? У нас уже сегодня практически везде результаты ПЦР выдаются в течение 2 суток максимально. Неделю назад записали на вакцину, когда позовут. Я думаю, что в ближайшее время вас пригласят. Вакцина, значит, завтра-послезавтра будет распределена в ближайшие дни между поликлиниками. Так, например, поликлиника 5 получила вот сейчас, я знаю, да, значит, соответственно, значит, каждая поликлиника постепенно получит. Вот в 5 поликлинике уже, если вы там стояли там, то уже сейчас можете получить. Просто у меня сейчас нет расклада по поликлиникам. Я думаю, что мы известим вас о том, когда и поликлиники помогут. Значит, ответьте мне, пожалуйста, моя тетя до 17 марта работала, ей 65 лет, и она переболела ковидом. Получит прививку, имеет ли она право работать? Она очень хочет работать. Ну, безусловно, есть, я как бы
смотрю на эту ситуацию с точки зрения того, что работодатель может обеспечить ее, если это возможно, удаленный способ работы. Прививка на настоящий момент не является основанием для допуска к работе. Ограничения все-таки для 65 лет, они установлены в целом, исходя из режима повышенной готовности и той санитарно-эпидемиологической ситуации, которая есть. В Хангаласском улусе образование обязует получить вакцину. Если отказываемся, то угрожаем отстранением от работы во время пандемии без содержания. Федорова Надежда, я, отвечаю на ваш вопрос. Мы сегодня озадачили оперативным штабом председателя профсоюзов, в том числе Республики Саха-Якутия Николая Николаевича Дегтярева, который входит в оперативный штаб. При таких обращениях обращайтесь сразу в профсоюзы, и я завтра как раз на оперативном штабе спрошу Николая Николаевича, какие меры приняты. Глава Алданского района что-то там пообещал, но убежала очень быстро, извините, пожалуйста. Готова буду ответить. Здравствуйте. Весь интернет пестрит о последствиях вакцины, как ставить, если пугают, какие последствия ждать. Я еще раз обращаю внимание, что вакцину может определить, не нужно ориентироваться относительно охраны своего здоровья на интернет. Нужно ориентироваться на рекомендации медицинских работников, которые дает ваш лечащий врач. Если бы сегодня мы уже были на уровне того, что интернет мог бы нас лечить, наверное, мы бы уже жили в веке, 22-м. Может быть, даже раньше это произойдет в 21 веке, когда нас будет лечить искусственный интеллект. Возможно. Сегодня же непосредственно интернет точно нас не вылечит, и тем более сообщения, которые здесь. Поэтому доктора готовы ответить на все ваши вопросы лечащие. Первичное звено к вакцинации готово. Так, когда вакцина поступит в больницу Неринга и Ленска? Очень хороший вопрос. Юлия Лозовая, я вам, благодарю. Да, действительно, в Ленск и в Нерингре пока вакцина на настоящий момент не поступала. Сейчас закончится ее размаркировка. И, соответственно, после размаркировки она поступит и в Нерингре, и в Ленск, а запись в этих больницах начата. Жители Якутии не понимают, что вакцина от ковида входит в календарь обязательных прививок, поэтому не должно быть трудовых споров между работодателем и наемным работником. Наверное, это совершенно тоже правильное мнение, и в данной ситуации исходим прежде всего из собственного здоровья как такового. Спасибо. Какие сейчас есть выплаты для врачей? Виктория Сергеева задает этот вопрос. Все выплаты для врачей, они прежде всего связаны с выплатами, которые по новой методике исходят из количества часов, которые работали врачи в красных зонах. Кроме врачей, соответственно, немного расширен круг лиц, находящихся в рисковых зонах. Все региональные выплаты, которые были, они сохранены. Кроме того, все федеральные выплаты, которые идут в часовом измерении, посменным, как таковых, эти все выплаты, на них начисляются северные коэффициенты и надбавки. Это, наверное, такая достаточно серьезная ситуация, тогда, когда действительно у нас врачи. Сегодня я каждый раз пользуюсь этой возможностью, благодарю наших врачей, которые сегодня работают, проявляют терпение и, соответственно, лечат нас. Сегодня зарегистрировано 12 смертей. Действительно, по данным ЦК, сегодня зарегистрировано 12 смертей. Это количество зафиксировано накопительным эффектом за несколько дней, исходя из непосредственно анализов, направляемых в том числе на повторное подтверждение анализа на ковид, потому что мы уже не раз говорили, что, соответственно, для того, чтобы смерть была именно определена как смерть от ковид, там есть несколько категорий разных стадий определения. Планируется ли строительство современной инфекционной больницы? Строительство современной инфекционной больницы, безусловно, планируется в республике. И сегодня уже есть наработки, полученные
договоренности с Министерством здравоохранения России на уровне главы республики, на уровне, значит, курирующих заместителей правительства республики, первых заместителей правительства курирующих строительства и соответствующая документация по разработке проекта инфекционной больницы идет. В Ишмайском районе нет возможности сдать на антитела, нет соответствующих лабораторий. Как быть гражданам, которые, возможно, переболели, но не знают об этом, а ведь дальше при получении вакцины, наверное, написано, что это важно. Еще раз обращаю ваше внимание, вот как бы самим ничего непосредственно придумывать о том, каким и кому ставят вакцину, не нужно. Не нужно перепроверять себя. Есть антитела, нет антител. Что касается Усмайского района, значит, те анализы, которые берутся на антитела, не требуют лабораторий. Я выясню, почему в Усмае нет анализов ИФА и ИХА. Так, значит, глава Алданского района, вновь Алданский район, в весеннем эфире обещал по окончанию одеть колпачок. И галстук, и бабочку вроде бы, да. Может быть, такое колпачков оденете все, я так понимаю. В эфире, конечно. Вы знаете, я как бы уютно себя ощущаю без колпачка. И, честно говоря, как бы для меня вот таким вот все-таки будет являться, наверное, не одевание колпачка, а может быть желание просто-напросто хотя бы немножко вздохнуть. Так, ответьте, я не потеряю работу, если откажусь от вакцинации. Уважаемая Юля, значит, вы не потеряете работу, если вы откажетесь от вакцинации. В данной ситуации для себя вы должны понимать, где вы работаете и кем. И для чего, и почему вы отказываетесь от вакцинации в том числе, да? Есть у нас люди, которые отказываются от вакцинации по религиозным убеждениям. Я просто призываю вас не отказываться от вакцинации, потому что интернет пестрит разными сообщениями. Не отказываться от вакцинации, потому что это сказала соседка. Или кто-то рассказал какие-то страсти. Или какой-то фейк пришел там из Татинского УСа, который, вот так сказать, 2 недели ходит туда-сюда обратно, что там, значит, какие-то сложности определенные. Исходите из чувства собственного самосохранения и думайте о собственном здоровье. А вирус коварный. Слушайте просто тех, кто переболел, для того, чтобы не хотеть переболеть вообще. Наверное, я бы так ответила на этот вопрос. Так, ну вот потихонечку мы, так сказать, у нас теперь навсегда, как и другие, коронавирус у нас теперь навсегда, как и другие болезни. Ну, вирусы существуют всегда, просто-напросто коронавирус, вот то, что показывает полуторагодовалая история, коронавирус прежде всего, это новый вирус, он мутирует разными путями, поэтому разными способами. Ну, я думаю, что, соответственно, значит, конечно, он всегда. Коронавирус к нам пришел давно и надолго. Ну вот тут, значит, из Усмайского района мне вновь пишут о том, что ИФА и ИХА в Усмае есть, но антитела – это другой анализ, ведь там показывает количество. Я не раз говорила о том, что я юрист по образованию, а не медик. Возможно, есть какой-то иной анализ, но руководство мной полуторагодичным, почти годовое штабом и общение с медиками, значит, говорит о том, что мне о таком анализе неизвестно. Если вам известно о нем, то я просто прошу в личку написать, известить меня, что есть такой анализ. Мы, соответственно, его, наверное, возьмем в республике. Планируются ли альтернативные мероприятия для детей-студентов в связи с самоизоляцией? Будут ли работать ДЮСШ хотя бы? ДЮСШ работают в ограниченном режиме с соблюдением всех требований. ДЮСШ, безусловно, работают. В каком количестве доз вакцин планируется направить в Мирнинский район? Я вам тайну открывать не буду. В Мирнинском районе сейчас находится 1000 доз. При этом я вам хочу сказать, что на вчерашний вечер в Мирнинском районе было израсходовано только 80 с лишним, там около 80 доз. Все остальное записывайтесь и приходите на вакцинацию в больнице Мирнинского района. Почему никогда не совпадает количество заболевших от ковида федерального оперштаба и республиканского оперштаба?
Ну, наверное, я тоже вам открою тайну. Количество заболевших федерального оперштаба и республиканского оперштаба совпадает всегда. Есть определенного рода сложности, возможно, да, как бы там по количеству умерших, смертей, значит, людей, да, но это исключительно технические вещи и уже, значит, непосредственно совершенно технические вещи, от которой зависит деятельность властей. Наверное, так могу сказать. Если заставят ставить вакцину, вот к вопросу о заставлении поставить вакцину, ну, я не знаю, кого можно и как заставить делать. Ну что, просите письменную просьбу, чтобы вам поставили, чтобы вас заставили, чтобы... Значит, можно попросить работодателя заставить это сделать письменно, для того, чтобы пойти в профсоюзы и обжаловать эту историю. Значит, вот тут мне показывают, что есть ряд вопросов, которые я должна ответить. Про вакцину в городе я точно отвечала, она есть. Выбираете вакцину в зависимости от того, как рекомендуют доктора. В поликлинику на прием, ну да, вот Степан Афанасьев, спасибо за вопрос. Реально попасть, и реально попасть уже достаточно давно, по записи, без всяких вопросов вы попадаете. У нас плановая помощь открыта уже, наверное, месяца 3. Продление карантина после 15 февраля от чего зависит? Еще раз обращаю внимание о 3 факторах. Количество тестирования, количество заболевших и, соответственно, значит, количество свободных коек. Что делать, если у 4-летнего ребенка хронический обструктивный бронхит и еще аллергия на хлор? С октября месяца в садик не ходим. Лечим ребенка у аллерголога, определяемся с лечащим аллергологом, как мы его лечим, и, соответственно, значит, решаем этот вопрос. Значит, если я не знаю, переболел или нет, как брать прививку? Еще раз обращаю ваше внимание. Болел или не болел не имеет значения в части прививки от коронавируса, против коронавируса. Поэтому, значит, непосредственно, если вы переболели коронавирусом, вы находитесь в федеральной базе. Поэтому, соответственно, значит, вам ее не поставят, если вы находитесь в федеральной базе. Будет ли принудительная вакцинация в Якутии? Принудительного ничего нигде нет. Мы живем в совершенно свободной стране. По выплатам для врачей мы ответили, да? Вот еще раз обращаю внимание, вы не потеряете работу, если откажетесь от вакцинации. Но зависит от того, значит, на какой работе вы работаете. Значит, вот, у меня вроде бы все, что я вижу. Да, есть какие-то еще вопросы. Запись через госуслуги у нас в Якутии доступна или нет, Юлия Лозовая. Я думаю, что в ближайшее время мы четко скажем, значит, как заходить на госуслуги для того, чтобы записаться. Потому что точно через госуслуги мы с вами должны отслеживать, значит, наш дневник здоровья после постановки вакцинации. Поэтому сегодня мы настраиваем и ситуацию по записи через госуслуги. Так, вот у меня постепенно заканчиваются вопросы. 10 минут эфира. И плановый стационар, когда планируется открыть? Значит, после 60% вакцинации жителей, я еще раз обращаю внимание на то, что плановый стационар у нас сегодня, большинство из них открыто, и, соответственно, значит, если есть отказы, то готовы их рассмотреть. Да, еще раз обращаю внимание, запись через госуслуги пока недоступна. Это безусловно, потому что еще систему нужно настраивать. Поликлиника ИФАН не записывает на прививку, сетуя на то, что вакцины нет. Поликлиника ИФАН не записывает на прививку только потому, что непосредственно в поликлинике ИФАН прививочный пункт на настоящий момент не определен. Как только он будет отлицензирован, соответственно, поликлиника ИФАН, как все остальные, будет записывать. Прикрепленное население поликлиники ИФАН я предлагаю прийти непосредственно в любую другую поликлинику. Операция была в щитовидке, каждый день принимаю эльтроксин, можно ли привиться? Я сама после, значит, операции после щитовидки, соответственно, с эльтроксином прививку приняла. Но это был мой выбор.
Наблюдались ли негативные последствия от прививок вакцин у нас в республике? Ну, я сегодня буквально ознакомилась с тем, что непосредственно у нас есть по значит, мониторингу наших врачей, а мониторят они каждый день, значит, каких-то существенных изменений нет. Вакцина из Новосибирска, когда будет в Якутии? Вакцина есть вся, и как вы ее называете, я так подозреваю, вакцина из Новосибирска – это вектор, да? Вакцина это тоже есть, она тоже есть. Я тоже желаю всем здоровья, очень приятно всегда, что непосредственно люди желают здоровья, это, наверное, сегодня очень важно. Вот Николай Щекурдаха, значит, у него не было никаких симптомов, но переболели жена и сын. Как узнать, сколько антител у меня? Вы знаете, я бы не очень хотела, чтобы вы вообще, чтобы вот этот вопрос о том, количество антител был каким-то показателем, да, как таковых. Он ничего вам не дает. Вот количество антител, по сути, ну, только может быть где-то в беседе с кем-то спросить, а у тебя сколько антител, а сколько у тебя. Поэтому я не совсем понимаю, зачем вам выяснить, сколько у вас антител. Ну, 10, 15, сколько. Короленко 21.1, 19.21 нет преддворового освещения, никто не может ответить на этот вопрос. Через госуслуги даже жалобу подала, ответа нет, так темно, очень страшно ходить. Я передам вашу просьбу сегодня исполняющему обязанности главы города Якутска Евгению Григорьеву, ну, учитывая его, значит, способности именно такие хозяйственно-организационные, я думаю, что значит, он эту ситуацию возьмет на контроль. Город-то все-таки достаточно большое хозяйство, и им нужно заниматься постоянно. Спасибо за ваши сигналы. Здоровья желаю вам и вашей команде. Спасибо большое. Команда у меня, правда, работает сегодня в очень таком сложном режиме. Но мы стараемся все-таки построить нашу работу таким образом, чтобы давать возможность людям отдохнуть. Без этого невозможно. Так, ну вот мы потихонечку, так сказать, приближаемся к завершению нашего прямого эфира. Я бы хотела, значит, пока нет вопросов, все-таки еще раз обратить внимание жителей Республики Саха-Якутия. Вакцинация от коронавирусной инфекции является сегодня одним из способов борьбы с новой коронавирусной инфекцией. И, безусловно, от нее, значит, зависит в том числе и наше с вами санитарно-эпидемиологическое благополучие. Зависит от того, когда выйдут на работу 65+. Зависит и наше с вами, в принципе, внутреннее моральное ощущение свободы, которую мы можем вообще, которое нам даровано как людям. Ленинская 63/2 тоже нету преддворового освещения, очень темно. Я думаю, еще раз обращаю ваше внимание, я думаю, что значит, исполняющий обязанности главе города Якутска Евгению Григорьеву эту просьбу передам. Вот именно обращаю внимание на то, что сегодня это очень сильно волнует жителей города Якутска. Да, действительно, как бы свет должен быть везде. Хроникам какая вакцина подходит лучше? Я не могу сегодня, как я много раз говорю, я не доктор, никогда не дам никакого совета. Это все равно, что совет из интернета какой-то определенный. А доктора четко ваши скажут лечащие. Соответственно, значит, как в данной ситуации, какая вакцина подходит лучше. Как вы относитесь к проблеме бродячих собак? Ну, плохо я отношусь к проблеме бродячих собак. Для меня большая проблема вообще, и я считаю, что трагедия тогда, когда значит, собаки, о которых люди прекращают заботиться, которые не находят непосредственно вот любви и ласки в семье, вдруг оказываются на улице, и затем вот, значит, ища себе пропитание, в том числе нападают на людей. Очень плохая ситуация. Такого не должно быть, и мы все-таки должны быть ответственны за того, кто находится рядом с нами. Спасибо за вопросы. Значит, вот кто-то просит содействия и, значит, просит помочь решить. Я говорю, значит, я посмотрю, видимо, в вопросах, потому что уже ушла немного лента. И в завершении прямого эфира, у нас буквально осталось 8 минут, я все-таки хочу обратить внимание на то, что хотелось бы пригласить сегодня жителей Республики Саха-Якутия
на вакцинирование от новой коронавирусной инфекции. Медицинские организации готовы. Спокойно примите участие в сохранении, в том числе и собственного здоровья, в сохранении здоровья тех, кто находится рядом с вами. Ведь сегодня докторам, которые работают у нас снова в наших больницах, им, наверное, уже нельзя говорить, да, тяжело, им очень тяжело. И я не перестаю благодарить их за то, что они сегодня, оставив свои семьи, продолжают трудиться, сохраняют спокойствие, выдержку, терпение и оказывают те медицинские услуги, которые, соответственно, достойны наших граждан. Поэтому это совершенно правильно, что глава Республики Саха-Якутия определил в Республике Саха-Якутия год здоровья. Именно сегодня мы все вместе, вот уровень нашего сознания, наше отношение к здоровью, столько о здоровье, сколько в 2020 году, сколько мы будем говорить в 2021 году, мы, наверное, не задумывались, не говорили. И сейчас вот как раз такой определенный час Х. Час Х, когда мы должны понять, что наше здоровье, от нашего состояния, приняли мы вакцину или нет, носим мы маску или нет, в том числе зависит от здоровья нашего соседа, нашей мамы, старшей сестры, бабушки, в конце концов, педагога нашего сына или внука. Поэтому, конечно же, заботьтесь о своем здоровье. И хочется всем пожелать здоровья. Так, вот у меня еще тут есть время 6 минут. Если вопросов нет, то, наверное, ребята меня постепенно будут отключать или еще будем задавать вопросы. Что будем делать? Давайте примем решение. Закругляемся. Итак, уважаемые жители Республики Саха-Якутия, здоровья вам. Спасибо вам за неравнодушие, за терпение. Спасибо вам за то, что вы сегодня вместе с нами боретесь с этим вирусом. Спасибо.